ошибок не прощали. Это первый тайм. Удары по воротам хозяев поля. Это удар Игоря Пепещука, и Михаил Киржаков на месте. Ревишвили в игре. Все это моменты первого тайма. Удар Андрея Коряки. Дважды Андрей бил по воротам. 2 раза. И дважды в створ так и не попал. Это уже моменты второго. Нет, первого тайма, прошу прощения, еще первого тайма. Вот здесь сейчас будет назначен 11-метровый. Это уже второй тайм. 49-я минута. Мовсисян дважды, кстати говоря, бил пенальти. Один раз Пекущак, когда при пробитии первого пенальти, Пекущак ворвался в штрафную раньше времени до удара. Но, тем не менее, нервы не подвели Юру. И 49-я минута. 1-0. Однако хозяева очень быстро отыгрались. Удар Шоты Бибилова. Грубейшая ошибка Нукре Ревишвили. Но тут не в оправдание, а в объяснение. Во-первых, мяч был пущен по такой своеобразной траектории. Вы, наверное, обратили внимание, с подкрутом. И еще ударился перед вратарем. Повторяю, я не оправдываю Ревишвили. Это ошибка вратаря такого класса. Но, тем не менее, видимо, сбило это внимание Ревишвили. Как бы то ни было, 1-1 на 52-й минуте. Ну, а на 69-й, тут еще, правда, момент был у игроков, у Анжелковича, у игроков Краснодара. Спасал трижды спасал Киржаков. И вместе со своими защитниками. Но защитники в целом сыграли очень неважно. Просто очень неважно. Позиционные ошибки. Ну, собственно говоря, что тут говорить? Вы слышали крик души, другого слова не сказать. Гол Мартанович. Посмотрите, никто не атакует защитника Краснодара, который прицеливается и точно бьет в самый нижний угол. Вот такой у нас получился матч 35-го тура. Матч представителей второй восьмерки. Волга, Нижний Новгород. Футбольный клуб Краснодар 2-1. Победа южан. На этом я, Александр Илагин, прощаюсь с вами. Всего доброго и до свидания.